Мен Боронов Кубатбек Айылчевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимден. На верность народу сегодня в Джугорку-Кенеше на внеочередном заседании премьер-министр Кубатбек Боронов и члены Кабинета министров принесли присягу. Все они на Конституции пообещали, что готовы служить народу и нести ответственность за нарушение присяги в соответствии с законом. Однако не все члены Кабмина смогли прибыть в парламент. Не было вице-премьер-министра Эркина Срандиева в связи с заражением COVID-19. Еще несколько министров не пришли на заседание, так как контактировали с больными. Ну а в самом Джугорку-Кенеше контакты сведены к нулю. Все представители правительства, депутаты в масках, некоторые в перчатках. Даже глава государства в этот раз в маске. Но перед выступлением ее все же пришлось снять. Джейнбеков сказал, что граждане и предприниматели обязаны строго соблюдать все нормы эпидемиологической безопасности, отметив, что экономическая деятельность не ограничена, но санитарные ограничения все еще действуют. Комментируя принимаемые меры в борьбе с COVID-19, Джейнбеков сказал, что повторно вводить ограничения пока не будут. Мы путем единства и согласия преодолеем все трудности. Если мы с высокой гражданской ответственностью будем поддерживать порядок и дисциплину, не будем нарушать медицинские нормы, то сможем достойно выйти из этого испытания. Президент сделал заявление относительно предстоящих выборов в Джугорку-Кенеш. По его словам, обещания выполнены. Правила проведения выборов будут утверждены за год до даты выборов, и после не будут вноситься изменения, чтобы гарантировать их предсказуемость и стабильность. Поговаривают, что якобы та или иная партия пользуется поддержкой президента и что он намерен предоставить этой партии такое-то количество мандатов. Партия – это только часть всего общества. Я был избран для того, чтобы служить интересам не какой-либо партии, а всего народа. Как человек я могу иметь какие-то человеческие взаимоотношения с кем-то, но как президент ни перед кем не имею ни моральных, ни материальных обязательств. Моя опора – это мой народ, и я опираюсь не на какую-либо партию, а на свой народ. Глава государства призвал партии к проведению честных выборов, попросил депутатов не забывать об ответственности за будущее страны. Джейнбеков выразил надежду на то, что народ сделает осознанный выбор. Могут быть и те, кто, воспользовавшись открытостью нашего общества, будут навязывать людям ложь и толкать на разные провокации. Такая безответственность политиков негативно скажется на безопасности нашей страны и мирной жизни кыргызстанцев. Мы обязаны провести выборы, не нарушая мирную жизнь людей и спокойствие в стране. Президент также выступил за запрет торжеств, так как массовые мероприятия усугубляют эпидситуацию. По словам главы государства, есть те, кто без зазрения совести, без уважения к другим проводит празднества, собирает людей, подвергая риску их здоровья, в то время как в стране идет борьба с коронавирусом. По его словам, в последнее время увеличивается количество зараженных именно на массовых мероприятиях. Республиканский штаб, местные власти, вы не имеете права закрывать глаза на такие безответственные поступки. В отношении всех, кто не соблюдает соответствующие требования, должны быть приняты меры в соответствии с законодательством. Борьба с коррупцией – одно из крупных направлений в моей работе президента, добавил Джейнбеков. По его словам, с 2018 года в судебные органы передано до 900 уголовных дел, связанных с коррупцией. В бюджет 11 миллиардов сомов возвращено. Отметил, что необходимо раскрыть правоохранительные органы, которые объединяются с коррупционерами. Против них будет идти борьба. За 2 года сколько раз в Кыргыз-Темир-Жолу были проверки? Счетная палата, ГНС, ГСБЭП, органы прокуратуры проверяли, и все они сказали, что чисто. Где хромаем в борьбе с коррупцией? Мы хромаем там, где органы, которые призваны бороться с коррупцией и стоять на страже интересов народа и страны, сами включаются и создают единую коррупционную схему. Поэтому мы начали эту работу. Сейчас органы проверили, закрыл, отвечает, ты там сидишь, работаешь, зарплату получаешь. Вот проверивших в КТЖ сотрудников органов прокуратуры, ГСБ, ГНС и счетной палаты надо привлечь к ответственности, иначе это не остановится. Мы берем в руки этот вопрос. Президент потребовал от Кабмина открыто отчитаться посредством от доноров, отметил, что надо продолжить переговоры по рассрочке внешнего долга, также устранить административное давление на бизнес. Сегодня 7-я сессия Джугорку-Кенеша 6-го созыва завершилась, депутаты ушли на каникулы. По словам спикера Дастана Джумабекова, в ходе сессии
приняты 136 законопроектов, 614 постановлений, заслушаны ежегодные отчеты премьер-министра, генерального прокурора, главы НБКР и счетной палаты. Всего рассмотрены 15 307 обращений граждан. Депутаты возобновят работу в сентябре. Кубат Хуанчпекулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Отметим, не все члены Кабинета министров сегодня смогли принести присягу перед депутатами и президентом. Как выяснилось, у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Отмечается, что он продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя чувствует хорошо и проходит соответствующий курс лечения. Вместе с Асрандиевым сегодня в церемонии принесения присяги не смогли принять участие и глава аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Джанат Бейшенов. Они контактировали до этого с Асрандиевым и сейчас находятся на самоизоляции как контактные лица. Открываются дополнительные места в стационарах для больных с пневмонией, но они тут же заполняются пациентами. Мест по-прежнему в больницах катастрофически не хватает. По словам замглавы Минздрава Мадамина Каратаева, 3 дня назад в нацгоспитале установили еще 120 коек, все они уже заняты. 80 мест открыли в городской клинической больнице, потом еще 90. Мест свободных уже практически нет. В эти учреждения, по словам Каратаева, госпитализируют самых тяжелых больных, у кого течение болезни более-менее не тяжелое, отправляют в стационар, открытый на территории бывшей авиабазы Ганси. Там установили еще 200 коек. Сегодня-завтра, как отметил замминистра, подготовят еще 400. Но проблемы на этом не заканчиваются. Не хватает, по словам Каратаева, необходимых для больных кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Медики уже истощены, многие врачи и медсестры заболели. И надо правильно понимать. Тяжелая форма, сегодняшний день говорим, тяжелая форма, это в основном в национальном госпитале или городской клинической больнице. А средней тяжести и, значит, те, которые нуждаются в госпитализации, мы направляем, значит, в Ганси. Но это возникает второй вопрос по поводу автомашин скорой медицинской помощи. Я вам скажу, последние вот это 2 дня около 4000 вызовов. Вы представляете? Я уже говорил, значит, 33 бригады. Было 38, 36 бригад. Я сразу скажу, чтобы правильно поняли. Значит, многие медики болеют, поэтому бригады не выходили. Но вчера мы уже решили, дополнительно подключили силы, все бригады работают. Кроме того, спасибо, значит, ГКДО, что 5 машин выделили. Кроме того, многим государственным органам сегодняшний день мы готовим около 15 машин. Это они будут, значит, выходить как дополнительные силы для обслуживания по скорой медицинской помощи. Кроме того, воспользуясь моментом, официально я скажу, что если есть возможность, не дожидая автомашины скорой помощи, вы можете на своем личном транспорте привезти больного. Они примут. Были случаи, когда вчера мне ночью звонили, когда я главному врачу звонил, потом приняли. Это говорит о том, что многие руководители не доводят до дежурных врачей, до заведующих отделением, что этот вопрос мы взяли в контроль утром, и министром был такой разговор, чтобы мы персонально будем звонить, чтобы люди все знали, независимо на какой транспорт, самое главное у нас клиническое, значит, течение и клиническое состояние больного. Я еще раз хочу сказать, много, значит, бессимптомные, легкое течение не нуждаются в госпитализации. У нас мы открыли, кроме того, в ОССМ, значит, консультативный центр, где проверяют сатурацию, это пульсоксиметр. Если там есть свой алгоритм, когда нуждается госпитализация, когда не нуждается. Но у нас есть проблема по обеспечению необходимым медицинским оборудованием, кислородными концентраторами, ИВЛ. Я сразу скажу, вчера тоже какие-то фейки, допустим, в Фейсбуке были сообщения, что они спали. Минздрав не спал.
Это 2 месяца назад говорил потребность. Вы поймите правильно, в Кыргызстане концентраторы не выпускают. А вот с лекарствами, по словам Каратаева, проблем нет. Их, уверяет чиновник, хватает. Единственное, говорит, надо контролировать, чтобы цены на препараты не повышались. Сообщил Каратаев и данные по коронавирусу за сутки. К сожалению, новый антирекорд, но уже по числу умерших за сутки. 7 летальных исходов зафиксировано от COVID-19. В республиканской клинической больнице 2 мужчин 55 лет и 76. В кыргызско-турецкой больнице 53-летний мужчина. В Джаильской территориальной больнице скончался 44-летний пациент. В Волжской городской больнице накануне жертвами коронавируса стали еще 2 женщины. Одной было 70 лет, а второй 49. И 7-й летальный исход за сутки зафиксирован в столичном роддоме номер 2. Там умерла женщина 27 лет. Таким образом, число жертв в нашей стране от коронавирусной инфекции достигло 57 человек. Это не считая умерших от пневмонии. Что касается новых случаев заражения, подтвержденных лабораторно, за последние сутки их было 279. 182 из них выявлены в Бишкеке. Не надо расслабляться. Мы говорили, в основном это получается Ош и Ошская область, и в последнее время Бишкек и Чуйская область. Но, как видите, по статистике и в других областях, в Нарынская область, допустим, вот Таласская область, Исыкульская область, Баткенская область, я воспользуюсь моментом, расслабляться не надо, везде может быть усилен контроль, и мы должны выполнять те меры, которые направлены по противодействию, коронавирусу. Кабмин сообщает, что сформирован резерв медицинских работников. В этот список вошли 870 человек. 518 из них в Бишкеке, в Чуйской области 42, в Исыкульской 76, в Таласской 70, в Нарынской области 67, в городе Ош и Ошской области 41, в Баткенской 48 и в Джалалабадской всего 8. В резерв кадров медработников вошли 302 ординатора и 207 сотрудников медицинских образовательных учреждений. Отмечается, что разработана специальная программа для обучения мультидисциплинарных медицинских бригад резервистов. Практические занятия на базах стационаров и кафедр вузов уже ведутся. Они, как сообщается, проходят дистанционно. У Алмазбека Атамбаева выявили пневмонию. Сегодня стало известно о том, что бывшего главу государства перевели из камеры СИЗО в стационар. Накануне он жаловался на плохое самочувствие. ПЦР-анализ на коронавирус при этом показал отрицательный результат. В итоге после консилиума, который врачи провели онлайн, Атамбаеву поставили диагноз внебольничная двусторонняя пневмония. По информации ГКНБ, ранее повидать бывшего главу государства приходили его родственники и адвокаты. У одного из его защитников, Замира Джоошева, были симптомы вирусной инфекции. Адвокат контактировал с родственником, который сейчас лечится от инфекции в территориальной больнице Исыкатинского района. При этом всех сотрудников СИЗО ГКНБ проверили на коронавирус. Ни одного положительного результата. Отметим, ранее информагентство 24KG сообщило, что вирус был выявлен у ряда сотрудников и арестантов СИЗО ГКНБ. В частности, у находящихся там под стражей экс-судьи Эльвиры Джаркеевой, бывшего замминистра транспорта и дорог Джанишпека Нугайбаева, экс-сотрудницы налоговой службы Айнуры Байгазиевой и Дмитрия Ветлугина, который проходит по делу о радиочастотах. Действительно ли они заразились и кто еще из арестантов, может быть, заболел пневмонией, в ГКНБ пока не сообщают. Меж тем, власти Казахстана планируют вернуть жесткий карантин. Президент соседней республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внести предложение по введению строгих ограничений. На сайте Агорды опубликованы слова Токаева. Он считает, что ранее введенный режим ЧП в стране позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но с момента послаблений количество заражений увеличилось в 7 раз. В этом, как уверен Токаев, виновата слабая работа госорганов. Отметим, на утро сегодняшнего дня в Казахстане зарегистрировано почти 22 тысячи случаев заражения. 13 тысяч человек уже переболели, летальных случаев 188. Также отметим, в соседней стране с недавних пор стали отдельно фиксировать бессимптомных инфицированных. Их в Казахстане выявлено почти 18 тысяч человек.
Thank you.